ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои, предлагаю вам выразить восхищение еще одним именем Аллаха Субхану ва Тааля. И это имя Аль-Бари, Создатель. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуа Аллаху аль-Халику аль-Бари аль-Мусаввир, лаху аль-Асмау аль-Хусна». Он Аллах. Он Аль-Халик, Творец. Аль-Бари, Создатель. Аль-Мусаввир, придающий образ. У него прекрасные имена. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Бари, тот, который изначально дал жизнь всему существующему. Аллах дал жизнь всем творениям после их небытия. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Бари, тот, который отделил одни творения от других и сделал каждого представителя уникальным. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Бари, и это имя Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что Он сотворил человека из глины. «Минха халакнакум», сказал Аллах. «Ва фиха нуидукум, ва минха нухриджукум таратан ухра». Мы вас сотворили из нее, из глины, и мы вас вернем в нее, вернем в эту глину, вернем в эту землю. Вы все умрете, и мы вас в очередной раз выведем из этой глины. Воскресим вас всех для дачи отчета перед Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Бари сделал далеким от изъянов и упущений каждое свое творение. Конечно же, совершенство творений Аллаха Субхану ва Тааля отличается от совершенства Аллаха, потому что совершенство творений относительное, а совершенство Аллаха Субхану ва Тааля абсолютное. И совершенство творения Аллаха Субхану ва Тааля заключается в том, что они идеально подходят для того, для чего были предназначены. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Ла-халку ас-самавати валь-арды акбару мин халкин нас, валякинна аксаран наси ла я'ламун». Сотворение небес и земли значительнее, чем сотворение людей. Однако большинство людей не знают этого. В другом месте Всевышний Аллах сказал: «Ма тара фи халкир рахмани мин тафауд, фарджи'иль басара халь тара мин футур». Ты не видишь в творениях Ар-Рахмана какого-либо изъяна, так обрати же свой взор на небо. Видишь ли ты в нем какой-либо изъян? Аллаху Акбар. Аллах сотворил идеальным образом все свои творения. Они идеально подходят для того, для чего были предназначены. Он сотворил все свои творения пригодными для использования по назначению. Взять хотя бы, к примеру, домашний скот. Аллах Субхану ва Тааля сделал его идеально подходящим для использования в домашних условиях. У них мягкий нрав. Ты их можешь приручить. Они не нападают на людей, не обладают инстинктами хищников, не кусаются, не откусывают, как крокодилы, например, или же львы. Альхамдулиллах. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Бари, тот, который доводит все свои творения до завершения согласно своему предопределению. И мы видим творение Аллаха Субхану ва Тааля уже в том виде, которое было предопределено заранее. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Ма асаба мин мусибатин фил арды, валя фи анфусикум, илля фи китабин мин габли ан набрааха, инна залика аля Аллахи ясир». Что бы ни постигло вас на земле, жара, холод, засуха, неурожай, пожар и так далее, что бы ни постигло вас на земле, и что бы ни постигло вас самих, болезни, несчастные случаи и так далее, все это записано Аллахом Субхану ва Тааля. Где записано? Лаухуль Махфуз,
в небесной скрижали. Все это записано прежде сотворения всего этого. Ля иляха илляллах. И это Аллаху легко. Субханаллах. Аллах, субхану тааля, аль-бари, сделал различными представителей каждого вида творений. Люди, например, имеют разные анатомические особенности. Субханаллах. Вы только подумайте, сколько людей жило до нас, сколько людей живет сегодня, и сколько людей еще будет жить вплоть до судного дня. У каждого человека свое строение тела, своя форма ладоней, своя форма ступней, лица и ушей, зубов и носа. У каждого свои отпечатки пальцев, сетчатка глаза. У каждого своя структура ДНК. Каждый человек уникален. Субханаллах. Также животные. Сколько животных жило до нас, сегодня и после нас. И каждое животное имеет свои гены, свои черты строения. Субханаллах. А сколько видов этих животных? Субханаллах. Мы с детства смотрим каждый день передачи о животном мире. И мы до сих пор не перестаем удивляться этому разнообразию. До сих пор мы замечаем новые и новые виды творений Аллаха, субхану тааля. Ля иляха илляллах. Которые указывают на то, что Аллах, субхану тааля, аль-халик, аль-бари. Ля иляха илляллах. Аль-бари придал уникальность каждому творению. Насколько глубоко знание Аллаха, субхану тааля. Насколько изобретателен аль-бари. Ведь эта изобретательность строится на знании. Фатабарак Аллаху ахсанул халикин, сказал Всевышний Аллах. Благословен Аллах. Много добра и хайра в Аллахе. Лучшим из творцов. И, конечно же, лучшим творением Аллаха субхану тааля является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Муслим привел хадис от Джундуба, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни абрау иля Аллах ан якуна ли минкум халиль». Я отрекаюсь и прибегаю к Аллаху от того, чтобы кто-нибудь из вашего числа был для меня халилем, тем, кого я любил бы в высшей степени любви. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фа инна Аллаха та'аля кад иттахазани халиля, кама иттахаза Ибрахима халиля». Воистину, Всевышний Аллах аль-бари сделал меня халилем, сделал меня своим халилем, тем, кого он любит в высшей степени любви. Так же, как и сделал Ибрахима, алейхиссалям, своим халилем. Насколько Аллах, субхану тааля, любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также и мы должны любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в высшей степени любви. Потому что Аллах любит его, аль-бари любит его, аль-хали любит его, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валау кунту муттахиза мин уммати халиля, латтахазта Аба Бакрин халиля». Если бы я кого-нибудь из своей уммы сделал для себя халилем, тем, кого я любил бы в высшей степени любви, то непременно сделал бы Абу Бакра, ради Аллаху анху, халилем. Насколько высока степень Абу Бакра, ради Аллаху анху. Как любил его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также и мы должны любить Абу Бакра, и Умара, и Усмана, и Али, и все остальных сахаба, ради Аллаху анху, за то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, полюбил их, ради Аллаху анху аджмаин. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал, что такая степень любви к остальным творениям приводит к плохому. И что чрезмерная любовь и возвеличивание опасно и чревато губительными последствиями. «Аля ва инна ман кана каблакум, кану яттахизуна кубура анбияихим ва салихихим масаджид». Воистину, те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков и праведников в мечети. Начинали поклоняться у этих могил. Начинали взывать к Аллаху у этих могил. Начинали строить зияраты над этими могилами. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аля фаля таттахизул кубура масаджида, инни анхакум ан залика». Воистину, не превращайте свои могилы в мечети, не превращайте их в места поклонения, не взывайте к Аллаху у этих могил, не стройте зияраты над этими могилами, не просите у этих мертвых. Воистину, я запрещаю вам это, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого мы любим, запрещает нам это.
И что же более опаснее, чем запрет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллаха, субханаху ва тааля? Что опаснее совершение того, что запретил Аллах, субханаху ва тааля? Если ты говоришь «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», свидетельствуешь, что Мухаммад – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда подтверди эти свои слова на деле. Вот я довел до тебя запрет на посещение зияратов, на то, чтобы просить кого-нибудь, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Вот прямой запрет вам. Каков твой ответ на это? Скажешь ли ты, что такой-то ученый разрешил? Скажешь ли ты, что такой-то шейх разрешил или такой-то имам? Я тебе довожу слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, того, кого ты должен полюбить в высшей степени любви, больше, чем самого себя. Не порти свою шахаду, отказываясь от рая. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю уммати ядхулюна аль-джанна, илля ман аба». Вся моя умма войдет в рай. Вся умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, войдет в рай. Аллахумма джа'альна минхум, я Аллах, сделай нас из их числа. Это радостная новость. Вся умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, войдет в рай, кроме того, который отказался. И сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, удивились. «Ваман яба я Расул Аллах». Кто же отказывается от рая, о посланник Аллаха? Кто отказывается от рая, за который мы умираем? Кто отказывается от рая, о котором мы мечтаем? Кто же отказывается от рая? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ата'ани дахаля аль-джанна, ва ман асани факат аба». Кто подчинился мне, он войдет в рай. Аллахумма джа'альна минхум, я Аллах, сделай нас из их числа. Кто подчинился мне, войдет в рай. А кто же ослушался меня, тот отказался от рая. И если ты уверовал, что Аллах субхану тааля аль-бари, ты должен побояться Аллаха субхану тааля в том деле, которое ты делаешь. Если ты работаешь где-то, то делай свою работу добросовестно. Пусть твое изделие будет изготовлено на пределе совершенства. Аллах субхану тааля сотворил свои творения лучшим образом. И ты делай свою работу лучшим образом, насколько можешь, чтобы это было знаком твоего единобожия, чтобы это было знаком твоей веры в имя Аллаха субхану тааля аль-бари, который научил тебя тому, что ты не знал, и даровал тебе силу и способность на мышление и изобретательность. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис привел от Табарани, и шейх Альбани, рахмахуллаху тааля, сказал, что он достоверный. «Инна Аллаха тааля юхиббу ида амиля ахадукум амалян ан юткинаху». Воистину, Аллах любит, когда кто-то из вас совершает какое-либо дело, чтобы он сделал свое дело лучшим образом. И раз уж красота и точность изделия указывает на изобретательность и мастерство изготовителя, то тому, который сотворил этого изготовителя и даровал ему такое умение, принадлежит абсолютное право на поклонение и подчинение. Также, если ты уверовал, что Аллах субхану тааля аль-бари, ты должен отрекаться и прибегать к Аллаху от всякой страсти, которая противоречит Его приказам, от всякого сомнения, которое противоречит Его сообщениям в Коране и Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также ты должен отрекаться от всякой любви и привязанности к иной религии и к иному закону, кроме религии Аллаха, субхану тааля, и Его закона. Отрекаться от всякого нововведения, которое является заблуждением и противоречием Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также ты должен отрекаться от всякого ослушания. Стараться не ослушаться Аллаха, субхану тааля, потому что любое ослушание отразится на Его любви к тебе, на любви аль-бари к тебе, на Его довольстве тобой и на Его близости к тебе, субхану тааля. Ты должен отрекаться от всяких многобожников, отрекаться от них и не любить их. Всевышний Аллах привел нам пример Ибрахима, алейхиссалям, своего халиля, своего любимца. «Вама кана стихфару Ибрахима ли абихи илля ам мауида ва'адаха ияху». И то, что Ибрахим, алейхиссалям, просил у Аллаха, субхану тааля, прощения за своего отца-многобожника, было только верностью своему обещанию. Ибрахим, алейхиссалям, обещал своему отцу, что непременно
попросит прощения у Аллаха за него. И что же потом? فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. И когда же Ибрахиму, алейхиссалям, стало ясно, что он враг Аллаха, он отрекся от него, отрекся от своего отца. Как же ты можешь любить Аль-Халика, Творца своего, и в то же время любить его врага? Как же ты можешь говорить, что он твой хозяин, Аллах твой любимец, что ты любишь Аллаха и одновременно любить того, кого он ненавидит? Неправильно это. Ты или любишь Аллаха, или любишь врага Аллаха. Если ты любишь Аллаха, субхану ва тааля, ты должен считать врагом своим всякого, кого Аллах, субхану ва тааля, назвал своим врагом. Всякого многобожника, всякого неверного, всякого мунафика. Ты должен считать их всех своим врагом. И это будет твоей верностью своему Аль-Халику, своему Ар-Разику, дающему пропитание, своему Господу. Потому что любовь строится на привязанности и любви тех, кого любишь ты. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, отрекся от своего отца. И что же потом? «Инна Ибрахим ля Аллахун халим», сказал Аллах. Воистину, Аллах похвалил его. Аллах похвалил его за этот поступок. Похвалил своего халиля за такой поступок. «Инна Ибрахима ля Аллахун халим». Воистину, Ибрахим, алейхиссалям, часто прибегает к Аллаху за помощью. Часто взывает своему Господу. Часто поминает своего Господа. Он халим. Проявляет терпение на те неприятности, которые он получал от многобожников. Всевышний Аллах сказал про этих многобожников и неверных. «Инна алладина кафару би аятина сауфа нуслихим нара». Воистину, те, которые проявляли неверие в наши аяты, наши знамения, не верили нашему посланнику, отвергали Коран, не верили нашим увещевателям. Что будет с ними? «Сауфа нуслихим нара», говорит Аллах, мы их непременно сожжем в аду, непременно сожжем их в аду. «Куллама надджат джулудухум баддальнахум джулудан гайраха». И в каждый раз, когда их кожа будет сгорать и заканчиваться в аду, мы непременно эту кожу заменим новой кожей. Для чего это все? «Лиязукуль азаб, инна Аллаха кана азизан хакима». Чтобы они вкусили наказание. Воистину Аллах азиз, непобедимый, хаким, мудрый. И уничтожать эту кожу будет кто? Аль-Бари, созидающий. До какой же степени бесстыдства должен дойти человек своим многобожием, чтобы Аль-Бари, созидающий, уничтожал его. И ему будет великое наказание, говорит Аллах. И назвал это наказание азаб, азимом, великим кто? Аль-Азим, великий Аллах, субхану ва тааля. До какой же степени должен недооценивать своего Господа человек, чтобы Аль-Азим, великий, наказал его великим наказанием. И назвал свое наказание Алимом, мучительным. Кто? Аль-Халим, кроткий и дающий отсрочку. До какой же степени нужно упорствовать в своем неверии, чтобы закончилось терпение Аль-Халима, дающего отсрочку. Наказание, в котором они пребудут вечно, Аллах назвал шадид, жестоким. И назвал его шадидом кто? Ар-Рахим, милостивый. До чего же нужно разгневать Аллаха Ар-Рахима, чтобы наказание своих рабов было джахимом, адом, шадидом, жестоким. Ла иляха илляллах. Их наказание Аллах назвал махином, унизительным. И назвал его унизительным никто иной, кроме как Аль-Карима, благородного. До какой же степени неблагодарности должен опуститься человек в своем неверии в Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Аль-Карим наказал его махином, унизительным наказанием. Их наказание Аллах назвал мукимом, продолжительным. И назвал его продолжительным. Мукимом кто? Аль-Хайюль Кайюм, живой и тот, который в постоянном бдении. До какой же степени предательства должен опуститься человек своим упорством в непринятии религии Аллаха, чтобы Ар-Рауф, сострадательный, наказал его вечным наказанием. Так в чем же причина всего этого гнева Аллаха?
чем причина всего гнева Аллаха субхану тааля? Аль-Бариа, Аль-Халика. Причина аш-ширку биллях, предавание Аллаху сотоварища в поклонении. Дорогой брат мой, когда ты читаешь на намазе «Альхамдулиллахи Раббил Аламин», хвала Аллаху, Господу миров, возвеличиваешь своего Господа, восхваляешь Его такими прекрасными именами, как Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик, Ар-Раб. Помни, что твоя хвала должна длиться не только весь твой намаз. Пусть твоя хвала длится всю твою жизнь. Чтобы не было так, что ты восхвалял Аллаха на намазе словами только, своими устами только, а в жизни же был Его самым неблагодарным рабом. Или же Его врагом, не дай Аллах, предающим Ему сотоварища в поклонении, поклоняясь кому-то, кроме Аллаха, посещая зияраты и поклоняясь аулия, прося у них заступничества и рая. Помни, что такие деяния непременно приведут к наказанию. Покайся Аллаху субхану тааля и помни, что дела намного сильнее слов. И нет пользы от ля иляха илля, если оно смешано с ширком, поклонением кому-то, кроме Аллаха субхану тааля. Балилляха фа'абуд. Вакум мина шакирин, сказал Аллах. Наоборот, только одному Аллаху поклоняйся. Аль-Халику, Творцу, Аль-Малику, Владыке, Ар-Рахману, Всемилостивому, Ар-Рауфу, Сострадательному, Аль-Халиму, Кроткому, одному Аллаху поклоняйся. И будь из благодарных. И получи свой рай. Иншаллах. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.